Раз. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Сегодня, 9 декабря, в нашей стране отмечается Международный день борьбы с коррупцией, который провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается ежегодно и связан с тем, что в 2023 году Россия, одной из самых первых стран, была подписана Конвенция ООН против коррупции. Хочу отметить, что наша встреча сегодня носит общереспубликанский и межведомственный характер, поскольку здесь присутствуют представители общественно-политической деятельности республики, а также представители прокуратуры республики. Данное мероприятие проводится в соответствии с планом республиканских мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией. Вы, молодежь, являетесь особой категорией граждан. За вами наше будущее. От вас не в последнюю очередь зависит процветающее будущее нашей страны и республики. Отношение и привлечение молодежи к антикоррупционному образу жизни выступает важным индикатором развития социальной и гражданской зрелости общества в целом. И в этот день позвольте пожелать всем вам принимать верное и справедливые решения, а также активной гражданской позиции в противодействии коррупции. Так, хочу представить вам наших сегодняшних спикеров. Это Ким Кимен Александр Николаевич, заслуженный юрист России и Республики Саха-Якутия, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессор, специалист в области юриспруденции, имеющий многолетний опыт в области конституционного права, внесший вклад в общественно-политическую жизнь нашей республики. Сивцева Евгения Васильевна, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики. Ну и чуть позже еще подойдет один спикер, я его позже вам представлю. Сейчас хочу слово предоставить Ким Кимен Александру Николаевичу. Үтө күннен күнді эдерет чат, бастатан тұран егіне келен ер саңа жылынан егадылеппін бағарабын. Оннатто бәбіт Сақабыт Республиката сайдарын туғар мен санайық бар қазбе дебіт күйіспетун оқпытун уран тұран үлелеқті ақпет, қамнеқті ақпет. Ол бұғығар коррупция соқ бұларығар еме бары қағалықты ақпет дейаныбын. Онын бары дұрубай болың, жоллақ болың, сетейлақ болың, онына улақан таптал бар болың. А где аплодисменты? Никто не понимает. Родной якутский язык мы должны употреблять. Причем я хотел бы сказать о том, что якутский язык наряду с русским языком является государственным языком в Республике Саха-Якутия. Ну, я недавно слышал о том, что глава Республики Саха-Якутия внес законодательную инициативу о том, чтобы все законопроекты, которые поступают в адрес Государственного собрания Илтумен, были представлены на 2 государственных языках. Раньше было только на русском языке, сейчас проект закона сразу же вносится на 2 государственных языках. И я думаю, что это хорошо, потому что мы являемся многонациональной республикой. В нашей республике бок о бок проживают представители более 120 национальностей. И я хотел бы отметить, что ровно через 10 лет мы вместе с вами будем отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав Великого Российского государства. Вот. Ну и сегодня, конечно же, мне очень приятно находиться в этом зале мультимедийного парка «Россия. Моя история». Я здесь бываю неоднократно, выступая перед разного рода аудиториями. И хотелось бы
пользуясь случаем, поздравить вас с наступающим Днем Конституции Российской Федерации, который мы отмечаем 12 декабря. Вы знаете, что 12 декабря 1993 года посредством общероссийского референдума была принята Конституция Российской Федерации, которая является основным законом нашей страны. Вообще вот в вступительном слове правильно было сказано о том, что нам необходимо вот в условиях нынешних, безусловно, повышать уровень правовой культуры. На самом деле, что такое коррупция? Ну, вроде бы такое слово страшное, да, или кому-то, может быть, не совсем близкое, незнакомое, но мы сегодня, если будем листать прессу, значит, информация различных средств массовой информации, то найдем очень много фактов коррупционных проявлений. И они проявляются на разных этажах власти, да. Вы знаете, что у нас есть федеральные органы власти, есть региональные органы власти, есть местные органы власти. И вот эта болезнь не обошла никакой уровень власти. В том числе, большому, наверное, сожалению, и правоохранительные органы. А почему так? На самом деле, на мой взгляд, мы как-то уже с молоком матери, что ли, к этому привыкли. Как говорится, как говорят в народе, не подмажешь, не поедешь. А что у нас происходит? Происходит то, что вот родился ребенок, идем в роддом, букеты цветов, шампанское, шоколады. Ну, одариваем, вроде как благодарим. Дальше пошли в детский садик, то же самое. Надо к воспитательнице хорошо подойти, чтобы моему ребенку было такое хорошее отношение. Пошли в 1 класс, учительницу надо поздравить, знак внимания. Пошли в учебное заведение. Ой, мой ребенок студент, надо, чтобы профессура, преподаватели тоже хорошо относились. Пошел на работу, ну надо как-то руководителя тоже отметить, может быть, как-то какой-то знак внимания оказать и так далее. Но никто не ведает, что это на самом деле запрещено законом. Но это, конечно, произошло чуть позже. Раньше мы ко всему этому привыкли, и это наш образ жизни. Вот один раз я был на конференции, посвященной проблемам противодействия коррупции, и это была всероссийская конференция, и она проходила накануне Международного женского дня 8 марта. Ну, я вот вышел на трибуну, поздравил прекрасную половину с этим замечательным праздником, и тут между строк сказал: а вы знаете, кто самые главные виновники того, что у нас проявляется такая болезнь, как коррупция? Тишина в зале. А вы знаете, кто виноват? Женщина, правильно. Женщина виновата. Ей всегда надо Шанель сумку, Прада сумку, шубу надо Соболью, машину обязательно красного цвета, хорошей марки. Понимаете? А бедный мужчина перед сном лежит и думает: а что же делать мне? Как же вот все эти средства изыскать? Заработать по-честному не получается, потому что уровень заработной платы достаточно низкий. Ну, в этой, я говорю, это шутка, я не могу так определенно говорить, что женщины виноваты. Нет, конечно, мы все виноваты. Но доля истины в этом есть. Почему я так говорю? Потому что я вырос в самой простой семье. Мать у меня была уборщица, отец был кочегар, разнорабочий, водовоз, не на автомобиле, а на конной повозке. И я вот со 2 по 9 класс ежедневно, кроме субботы, мыл полы в разных конторах. Я знаю, что такое социальное неравенство, потому что я жил в Покровске, вот недалеко от города, в 8 местах, а в народе говорят 3 переезда равносильно пожару.
да? А я 8 раз переезжал. Ну хорошо, что на скарба было немного. Вот тогда были вот эти кроватки складные, комод был у матери. Мы могли спокойно, как отряд быстрого реагирования, перемещаться. Конечно, когда я был ребенком, мне хотелось поиграть в лапту, волейбол, футбол. Ну, по вечерам, вот у меня работа была с 6 до 10, и в это время как раз ребята играли. Казаки-разбойники и все остальное прочее. Но я ни на минуту не жалею о том, что я прошел вот такую трудовую школу с самого раннего детства. Поэтому я ценю честно заработанный рубль. Честно заработанный рубль. Конечно же, вот я считаю, что школа – это не только место, где дают образование, да? Но я считаю, что школа приучает нас к социуму, к общественным отношениям, чтобы мы могли себя как-то находить, позиционировать. Школа – это время, когда мы влюбляемся, да? Терпим первые поражения или какие-то первые победы. Вот у меня в школе были одни поражения. Почему? Потому что я был в валенках, в телогрейке. И в кино приглашаю девчонок, никто не соглашается. Но я сейчас, вот 1994 года, преподаю в Северо-Восточном федеральном университете на юридическом факультете и всегда говорю своим студентам, особенно девчонкам, девчонки, вы не смотрите, как парень там одет, с иголочки, там тренды, все бренды, понимаешь, а вы посмотрите на суть этого парня. А может ли он существовать без родителей? Есть ли у него какие-то жизненные навыки для того, чтобы быть целеустремленным, для того, чтобы быть последовательным, для того, чтобы стать обучаемым? И с этой точки зрения я на своем примере могу проиллюстрировать, что я был самым худшим учеником Покровской средней школы. Почему я так говорю? Потому что я самым последним получил аттестат зрелости. У меня была 5 по НВП, если расшифровать, начальная военная подготовка, и физкультура. Физкультуру, да, я любил. С 1 класса по 10 все 5. Ну и остальное, как говорят молодые люди, тройбаны. Но когда вот вручали аттестат зрелости, я помню, что вместе с аттестатом зрелости тогда еще давали комсомольские путевки. Тем, кто учились отлично, комсомольские путевки в вузы Москвы, Ленинграда, Омска, Томска, Якутский госуниверситет, потом средние специальные учебные заведения, ПТУ, ГПТУ, а мне в самом последнем дали аттестат и комсомольскую путевку в совхоз Актемский доером. Ну, тогда было такое движение «Школа производства вуз». Но я хотел стать учителем физкультуры, потому что для меня учитель физкультуры был образцом для подражания, потому что он был сильный, потому что он был стройный, потому что он мог все. Но, к сожалению, вот педколледж представители сидят, я не смог с первого раза поступить, потому что по специализации получил 3. Нормативы были высокие, не справился. Ну и стоял возле этого кирпичного здания на площади Орджоникидзе. Смотрю на эти кирпичи и поклялся, если я в следующем году не смогу поступить, то я уже не мужчина. И несолоно хлебавши поехал в Покровск, устроился рабочим хозяйственного магазина и работал. Вот в зимние стужи, минус 50, я разбирал мебель. Тогда мебель не была вот в таких хороших коробках, да, а были такие деревянные такие ящики. И вот надо было работать. Но ничего, от работы никто хуже не становится, и это я почувствовал, когда после окончания, уже со 2 раза я поступил в педучилище, неплохо закончил, потом Хабаровский пединститут, тоже неплохо учился. И когда меня избрали секретарем Орджоникидзского райкома комсомола, это в Покровске, я пришел к этому директору Хазмага и говорю, вот мне выделили квартиру, а в квартире пусто, ничего нет. А тогда все было не так, как сейчас. Зашел и купил, если деньги есть, конечно. А было все по фондам.
Если есть фонды, тогда можешь купить. И смотрю, значит, на столе у моего директора, тогда была мода такая, стекло на столе, и под стеклом моя фотография. Я стою вот такой с торшером в руке, в рабочей такой одежде. А я говорю, что такое, до сих пор вот моя фотография что-то она делает? Он говорит, ты лучший рабочий всех времен и народов. Ты ни разу не пропустил, ты ни разу не опоздал, ты ни разу не выпил водки. Ну, нормально. И он мне все, как говорится, да, посодействовал. И я хочу отметить, что если человек ставит перед собой цели, он может многого достичь. Ну вот я был в школе троечником, потом педучилище нормально, а вот университет я уже закончил с красным дипломом. Потом стал кандидатом наук, доктором юридических наук. И вот в силу того, что я имею 2 физкультурных образования, я вот до сегодня занимаюсь организацией спорта. Валерий Алексеевич, проходи, дорогой. Рад тебя видеть. Ага. Организацией спорта, продвижением национальных видов спорта. И вот на протяжении 30 лет являюсь президентом Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахада спорт». А «Сахада спорт» значит, продвигает такие виды спорта, как борьба хапсагай, перетягивание палки, якутские прыжки, северное многоборье, якутское многоборье, хамыска-хабылык, значит, конный спорт и так далее. И мы очень гордимся тем, что мы привнесли игры наших предков в 21 век. Более того, превратили их в востребованные популярные виды спорта. Сегодня я являюсь первым вице-президентом Международной федерации масс-рестлинга, и мы провели уже 4 чемпионата мира по масс-рестлингу. Представляете? Вот в прошлом году приезжал министр спорта России Олег Матицын, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Мы проводили научно-практическую конференцию, я был модератором, они выступали с докладами, и они сказали, что масс-рестлинг может стать олимпийским видом спорта. И я помню, что 19 февраля 2013 года наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин говорил о том, что нам необходимо продвигать национальные виды спорта народов России в олимпийскую программу. И наш глава республики Айсен Сергеевич Николаев поставил перед нами такую очень большую задачу до 2036 года работать активно для того, чтобы вот наш вид спорта, как российский вид спорта, стал олимпийским. И мы эту работу будем проводить. Сейчас у нас в планах создания Всемирного центра масс-рестлинга. Также мы создали Международную академию масс-рестлинга, которая будет заниматься научным и методическим сопровождением развития масс-рестлинга. Вот в скором времени мы в рамках 30-летия Ассоциации «Сахада спорт» проведем очень большую конференцию, где будем подводить итоги нашей деятельности. А они у нас существенные. Вы, наверное, знаете, что у нас единственный в стране Центр национальных видов спорта имени Василия Манчары по улице Пояркова, на перекрестке Кирова, где дворец детства. Вот. У нас единственный в стране закон о национальных видах спорта в Республике Саха-Якутия. Мы были инициаторами, значит, внесения изменений и дополнений в закон федеральный о физической культуре и спорту в части того, что раньше была норма, которая определяла, что национальные виды спорта культивируются только в том регионе, откуда они произрастают, что, конечно же, купировало развитие национальных видов спорта. И мы внесли соответствующие поправки, нас поддержали в Комитете Госдумы по физической культуре и спорту, и президент Путин подписал закон, по которому сейчас мы имеем возможность развивать национальные виды спорта народов России на всей территории Российской Федерации. И сегодня в рамках деятельности Всероссийской Федерации масс-рестлинга у нас уже более 60 субъектов Российской Федерации имеют федерации по масс-рестлингу. Представляете, якутский вид спорта, он еще популярен и в вооруженных силах, и в правоохранительных структурах. Это очень здорово. Ну, почему я об этом рассказываю? Потому что, во-первых, я бы хотел отметить, что в нынешних условиях, в условиях тогда, когда наша страна подвергается особым нападкам со стороны коллективного Запада, когда мы вынуждены защищать суверенитет
нашей страны, будем говорить, уже на дальних подступах, это мы должны понимать. Вот почему сегодня очень важно всем нам заниматься патриотическим и правовым воспитанием. Вот Валерий Алексеевич знает, что я в свое время был заведующим отделом спортивной оборонно-массовой работы Якутского обкома комсомола. Я создавал совет воинов-интернационалистов, ребят, которые прошли войну в Афганистане, для того, чтобы они проводили военно-патриотическую работу в школах. И они проводили уроки мужества. Они организовывали оборонно-спортивные лагеря. Туда, значит, приглашали ребят, будем говорить, трудных подростков, такое есть определение, трудных подростков, да, для того, чтобы из них сделать настоящих мужиков, которые могли бы действительно быть полезными Родине. Вот иногда меня смущает тот факт, что сегодня в пенсионерных учреждениях, то есть за решеткой, огромное количество молодых экономически активных людей. А почему они там оказались? Я думаю, что в этом есть наша вина старших. Потому что мы не добились того, чтобы право было востребованным, право изучали. Вот почему с трибуны съезда юристов России в 2016 году я говорил о необходимости включения изучения основ российского законодательства в школах как общеобязательный предмет. Мы же изучаем много чего, и физику, и химию, и биологию, географию, русский язык, иностранные языки и так далее, и так далее. А каждый ли день мы пользуемся своими знаниями по химии, например, или по физике. А право же сопровождает нас с момента рождения и до последнего вздоха. Так? Потому что мы живем в цивилизованном государстве. И Россия по статье 1 Конституции Российской Федерации является демократическим, правовым и федеративным государством. В соответствии со статьей 7 Россия является еще и социальным государством. Поэтому я думаю, что изучение основ российского законодательства, а там очень много различных отраслей. Прежде всего, конечно же, конституционное право, уголовное право, гражданское право, административное право, трудовое право, пенсионное право, если хотите, космическое право, если хотите, спортивное право и так далее. Это огромный пласт федерального законодательства, это огромный пласт различных нормативно-правовых актов международных организаций, включая ООН. И вот с этой точки зрения я вот хочу вернуться к сегодняшнему мероприятию, которое именно посвящено Международному дню противодействия коррупции. Вот здесь мы говорили о том, что этот день учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. И вот здесь хотелось бы особо отметить, что целью учреждения этого Международного дня является в первую очередь углубленное понимание проблем коррупции. В чем первопричина? В резолюции отсутствуют обычные в таких случаях какие-то призывы широко отмечать этот день или проводить какие-то мероприятия. Но то, что мы проводим подобного рода мероприятия, это очень важно. Причем такого рода мероприятия должны проходить повсеместно. Не только в городе Якутске, во всех наших муниципальных районах. В резолюции Генеральной Ассамблеи была выражена просьба Генеральному секретарю ООН поручить Управлению ООН по наркотикам и преступности выполнять функции секретариата конференции государств-участников этой конвенции. Сегодня было сказано, что Россия одним из первых ратифицировала данную конвенцию. Еще бы я хотел привести здесь слова генерального секретаря ООН в то время, это 2015 год, Пан Ги Мун. Он говорил: в новой повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, с помощью которой мы планируем положить конец нищете и обеспечить достойные условия жизни для всех, признается необходимость борьбы с коррупцией во всех ее аспектах. И содержится призыв к значительному сокращению незаконных финансовых потоков и возвращению украденного имущества. Вот здесь мне нравится опыт Китайской Народной Республики. Там вообще практикуется публичный расстрел коррупционеров. Прямо на стадионе.
как некий акт нравоучения или как некий акт воспитания, как хотите. Но это происходит. И с этой точки зрения многомиллиардный Китай, я думаю, что достигает больших успехов. Хотелось бы отметить, что когда коррупция и взяточничество достигают своей цели, а равенство и справедливость терпят неудачу, целые общины могут остаться без необходимой им инфраструктуры, без больниц, без домов культуры, без школ, без институтов и так далее. Потому что те цифры, которыми оперируют нынешние коррупционеры, это не тысячи рублей и не миллионы, это миллиарды рублей, которые вот находят в загашнике, как говорится, да? Поэтому я хотел бы сегодня, обращаясь к молодежи, в первую очередь призвать, чтобы Конституция Российской Федерации, текст Конституции, чтобы текст Конституции Республики Саха-Якутия были бы для вас настольными книгами. Понимаете, я вот в определенном возрасте, но каждый раз читаю текст Конституции новыми глазами. Потому что человек приобретает знания, человек приобретает опыт. И трактовку той или иной статьи Конституции я уже могу по-другому. Поэтому это вот мой такой братский совет вам. Вы никогда об этом не пожалеете. Потому что первое, что мы должны делать, мы должны соблюдать право. А во-вторых, мы должны использовать право для себя, для своего успеха в жизни. Понимаете? Если вы будете дружить с правом, вы достигнете очень многого. А если вы будете жить так, ну ладно, как-нибудь повезет, там, авось пройдет, на авось, понимаете? Так не бывает. Надо очень много трудиться. Я знаю, вот общаясь с молодежью, иногда ловлю себя на мысли, что они хотят все и сразу, все и много, понимаете? И самые лучшие машины, самые лучшие квартиры, самые лучшие дома. Все это у вас будет, но только надо работать, понимаете? Работать честно. И всегда говорю своим студентам, вы учитесь не ради того, чтобы получать пятерки, сдавать зачеты, потом докладывать своим родителям, вот какой я хороший, вот я получил пятерки. А вы учитесь ради получения знаний. И вы на основе этих полученных знаний должны стать конкурентоспособными и востребованными специалистами. Поэтому, ребята, учитесь качественно, потому что сегодня учеба для вас основной труд. И вы потом его, безусловно, монетизируете. У вас все будет. И красивая жена, и красивый дом, красивая машина, все будет очень красиво и добротно. Но творцами всего этого должны быть вы, именно вы, каждый из вас. Большое спасибо. Александр Николаевич, спасибо большое за такую содержательную, интересную лекцию. Вот. Я хочу предоставить слово следующему спикеру. О патриотическом аспекте борьбы с коррупцией расскажет Лютый Валерий Алексеевич, член регионального политического совета партии «Единая Россия», народный депутат, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта. Дорогие ребята, сегодня еще один праздник важный. День Героя Отечества. Я сейчас как раз приехал с Дома правительства, где наш глава республики Александр Сергеевич вручал ордена мужества нашим воинам, прошедшим специальную военную операцию, показавшие героизм. Ну и, конечно же, была и грустная очень нотка. Это вручение ордена мужества семьям погибших, тоже воинов, которые награждены посмертно. Очень важно, что это мероприятие проходило в лучшем зале республики, в Доме правительства, и вручал ее лично глава республики. Это выражает уважение к памяти погибших, к тех, кто сейчас вернулся, и к тех, кто сейчас находится
на передовой, рискуя своей жизнью, как Александр Николаевич сказал уже, что он защищает интересы нашей страны, безопасность нашей страны, выполняет свой воинский долг, свою присягу Родине. Но я прежде всего хочу сказать, все-таки меня представили так, но я хочу все-таки поговорить как ветеран. Вот раз такой день, я председатель Союза ветеранов Афганистана, Республики Саха. Так, как говорят, чтобы было вопросов не было, служил, воевал, ранения, все как у всех. Разведка, разведрота, спецназа. О чем мы сегодня вот второй праздник, не праздник, он день, правильно, так если правильно сказать. Вот. И вот если поговорить с вами о составляющей коррупционной в нашей жизни, она есть, конечно, она была, она, наверное, и будет, эта коррупционная составляющая. Наша задача сделать так, чтобы ее в нашей жизни как можно было меньше. От этого зависит не только от законов или там каких-то мер наказания, мер воздействия путем структур, которые надзорные органы власти. Скорее всего, тут больше сыграет роль воспитания. Воспитание именно свое внутреннее чувство, человеческое чувство, что можно, что нельзя, что плохо, что хорошо. Ну, казается, простые вещи там, в детском саду, да, это проходит. На самом деле взрослые многие путаются в этих вещах. Путаются в том, что тут чуть-чуть можно, почему ж никто ж не видит. Или закон же позволяет. Вот моральный, переступить. Тут начинается какая вроде бы связь, если поговорить, ведь истина в деталях, а именно в поступках. Поэтому когда мы разговариваем, говорим, на эту беседу, много возникает часто вопрос, особенно у молодежи. Мы, кстати, с Александром Николаевичем по его инициативе Народный фронт и создали клуб, дискуссионная площадка, куда я вас приглашаю. Молодежь собирается там. Называется «С чего начинается Родина». И там молодые люди выбирают сами темы, которые они считают острые, и обсуждают. И мы приглашаем туда интересных спикеров, которые отвечают, помогают ответить на этот вопрос, потому что ответить однозначно бывает на некоторые вопросы нельзя. Что я продолжу эту мысль, что задают ребята вопросы, которые... где эта грань, когда человек, проходя мимо, видит, что совершается воровство, коррупция, назовем ее так, что. И он это понимает, но у него стоит вопрос, вмешиваться или не вмешиваться. Сообщать об этом, вроде как доносчик, да, нехорошо, свои скажут, ты что на своего друга, мало что там, мешок сахара украл, да, подумаешь там, убует что ли. Коррупция же она разная, это не только воровство, это сговор и так далее. Поэтому начинается все, тут промолчал, тут прошел, тут не заступился за девушку, которых хам нахамил, там. И это все поступки. Сейчас, к сожалению, часто замечаю, не знаю, вы поддержите меня в этом, нет, особенно в Москве, я захожу в вагон метро и пытаюсь к кому-то обратиться, и смотрю, плохо себя ведут молодые люди. Я их останавливаю. И все, уткнувшись в телефон наушниками, никто не реагирует. Хоть что там делать в вагоне. Никто не хочет реагировать. И я помню, в советское время так были мы воспитаны. Наверное, я за себя могу ответить. Я вижу, что, не дай бог, пьяный зайдет в автобус, бабушки тут, женщины сразу, хулиган, как ты посмел. Человек ничего еще не сделал, просто стоит, домой едет. Уже начинается там какой-то, к нему сами прям привязывается. А тут уже прям хулиганье, отребье. И все равно мужчины молодые сидят, сильные, все ткнувшись, делают вид, что ничего не замечают, чтобы заступиться за девушку или там за парня, которого вот-вот ограбят. Тогда. С этого начинается равнодушие. Равнодушие в коррупции ведь тоже оно именно имеет место, когда ты промолчишь,
ты не заметил, как бы, ну, знаешь. Но и нельзя также грань переходить, когда огульно кого-то обливать грязью. Вот он вор, вот он коррупционер. Ты знаешь? Да, я знаю, все знают. Приведи, пожалуйста, пример. Так можно хоть какое-то доказательство? Да, у меня нет, что? Нет. Ну, а зачем? Как зачем? Ну, ты же заявляешь. Очень громко это. Это очень важно. Вот еще раз говорю, вот эта грань нельзя переходить, когда ты кого-то клевещешь действительно, и я считаю, это мое мнение, и нельзя также переходить грань, когда ты в равнодушие промолчишь, потому что с этого начинается разврат преступления, то есть идет этот человек больше и больше, делает он, понимает, безнаказанность. Вот у нас в Народном фронте, я работаю руководителем исполкома, вы знаете, Народный фронт – это движение, общественная организация, где объединяет людей, которые уже научились добиваться успеха в своей общественной работе. Это не партия, это конкретные общественники. И у нас есть такое направление, как сомнительные закупки. Знаете, сейчас ФЗ сделано хорошо, на закупки идет. И просматривают, молодые люди сидят в компьютере, просматривают в разных регионах страны, в том числе у нас в Якутске. И если находят где-то сомнительные закупки, которые сделаны под определенного продавца, государственный орган покупает это. Вот, как пример, я просто как пример, он больше положительный, чем отрицательный. Я вчера позвонил директору водоканала, говорил: уважаемый человек, снимите, пожалуйста, закупку за 5 миллионов автомобиль, потому что сейчас идет война. Мы копейки собираем с людей, чтобы помочь нашим бойцам. Можно ездить и за 2 миллиона машин, за 2,5 нормально, БУ машина можно купить. Человек, слава богу, этот авторитетный, не буду называть его фамилию, с большим политическим опытом, и все жизненным опытом, он сразу согласился: да, Валерий Алексеевич, нет вопросов. И снял. А бывают случаи похуже. Бывают случаи, когда: да нет, как, да мне же положено. И так далее, и так далее. А ведь понятно, что машина определенная, даже марка, цвет, там, и номер автомобиля, все уже под определенный заказ. То есть у определенного человека покупается. И цена может быть завышена. Вот все по чуть-чуть, там миллион, там, а где-то счет на миллиарды идет. Так, для информации, не ради хвастовства, Народный фронт собрал для наших бойцов по всей России, я сегодня получил окончательную цифру, 4 миллиарда 800 миллионов. Это очень большой успех. Большие артисты участвовали, певцы. Собрали, я бы сказал, что за такие деньги можно целое танковое подразделение сделать, самолеты покупать. И это все люди, наши люди, простые люди собрали деньги. Мы в Якутске 12 миллионов всего собрали. Мы проводили телемарафон, собрали деньги. Я лично развозил по войсковым частям ту форму мундирования, квадрокоптеры, тепловизоры, которые мы закупили. Посетил все войсковые части, которые на Дальнем Востоке, помогали нашим. Я, к слову, это все сказать. Действия, вот я вчера был в 20-й школе, мы проводили мероприятие, я спросил у ребят: кого вы считаете, кто такой герой? Какие качества у героя? Может кто-то смелый тут сказать, какие качества у героя должны быть? Какие? Не стесняйтесь, говорите, у нас как бы диалог. Храбрый, конечно, если человек не обладает, и, как говорится, да, смелость, храбрость, правильно, еще какой? Человечность. Человечность — это общее понятие, там все и доброта, и храбрость, и человечность, да. И еще какой? А вот как он становится героем? Правильно, самое главное. Ведь мы все ценим людей-то. Я напишу на майку «патриот». Хорошо, но это не значит, что патриот. Или герой там. Патриотом и героем становится человек, когда проявляет какие-то поступки. Маленький поступок. Я вам тоже люблю приводить примеры. Позапрошлом году на одной из речки ее загрязнили недропользователи. И дети и старики вышли на речку и написали своими телами букву «С», «СОС». И сделали флешмоб. Прокуратура, говорит, это кто-то пожаловался в прокуратуру. Хорошо, у нас прокуратура, говорится, понимающие там люди сидят, они поняли, что это не состав преступления. И мы сразу же, конечно же, вступили за этих людей, прокуратура нас поддержала, что это и есть патриотизм. Они защищают свою реку,
свою землю, конкретный участок, где они ловят рыбу, где детишки купаются, и это есть их родина. Вот маленькая родина такая, она и состоит из маленького, потом больше, больше, город, республика и страна Россия, наша многонациональная. Вот я бы так вот подвел итог, то, что я сказал. Вы знаете, какая будет страна, будет ли коррупция, будет ли она свободная, независимая и сильная, зависит только от нас, от наших поступков. С праздником вас! Большое спасибо, Валерий Алексеевич, за интересную лекцию. Ну а теперь о борьбе с коррупцией нам расскажет Сивцева Евгения Васильевна, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики. Пожалуйста. Добрый день, дорогие студенты. Противодействие коррупции является одним из направлений деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Она является одним из основополагающих в работе прокуроров. Ежегодно органами прокуратуры республики выявляются свыше 2000 нарушений законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых принимается около 1000 актов прокурорского реагирования, и более 1500 должностных лиц привлекаются к различным видам ответственности. Ну, сегодня хотелось бы поговорить вообще о понятии коррупция. У нас здесь, я вижу, студенты колледжа, в том числе юридического направления. И будет такой вопрос, а кто-нибудь может своими словами сказать, что такое коррупция? Так, финансово-экономическое преступление. Еще. Что это? Какая это ситуация? Ну вот, простыми словами можете объяснить. Как вы? Правильно, обогащение незаконным путем. Ага, что? Еще раз, продажность, правильно, да. Да, то есть получение выгоды в ускоренном варианте, да? Легкие деньги, грубо говоря, да? Да. Самое главное. Правильно, да, действительно, выражается не только в денежном плане. Да. Ну, вообще коррупция – это когда человек использует свою власть для личной выгоды. То есть использует свои должностные полномочия, чтобы получить, как-то обогатиться, получить какую-то выгоду сам, либо для своих родственников, для друзей и иных близких лиц. Соответственно, человек поступает не по совести, не по закону, неправильно, таким образом нарушает закон. И правильно, как вы отметили, причинами коррупции являются это быстрое обогащение, жадность. Часто люди не задумываются о том, что за их незаконные действия кто-то может узнать, и он понесет какое-то наказание. То есть коррупционер – это человек, грубо говоря, у которого нет совести, и который полагает, что наказание за свои действия он не получит. И одной из форм коррупции у нас является взятка, то есть получение одним лицом другого лица денег, за которые им будут оказаны какие-либо услуги в силу занимаемого им положения. Но взятка, как правильно заметили, это не обязательно деньги, это могут быть еще и любые другие нематериальные блага, услуги, как, например, предоставление туристических путевок или строительство жилых домов и тому подобное. Но для того, чтобы противостоять коррупции, необходимо ее вовремя распознать. С коррупцией можно столкнуться в любой сфере жизни, то есть с ней каждый из нас может столкнуться в своей повседневной жизни. Например, если сотрудник ГИБДД остановил ваш автомобиль, он обязан представиться, отчетливо произнести фамилию, имя, отчество, должность. По вашей просьбе также он должен продемонстрировать, показать вам свое служебное удостоверение, а также объяснить причину остановки. Если действительно гражданином совершено административное правонарушение,
и он с ним согласен, то инспектор может на месте вынести постановление об административном правонарушении. А если же нарушение серьезное, либо водитель не согласен с привлечением к административной ответственности, тут должен быть уже составлен протокол. И если, несмотря на это, впоследствии этот протокол рассматривается уже судом, и если, несмотря на это, инспектор у вас просит штраф оплатить прямо вот сейчас, вот здесь, решить, да, этот вопрос, то это, скорее всего, говорит о том, что он просит у вас взятку. Если же, например, медицинский работник предлагает вам, если вы попали, например, в больницу, или ваши родственники обратились за медицинской помощью, и медицинский работник говорит, что я вот могу вам помочь поменять палату на более комфортную, или посодействовать в получении более высококачественных медицинских услуг, то, конечно же, не за бесплатно, то, конечно же, в данном случае он также просит взятку. Если директор или завуч школы предлагает помочь в сдаче выпускных экзаменов им на положительные оценки и просит приобрести какую-либо технику, учебные материалы также, скорее всего, он просит взятку. Если при сдаче зачета или экзамена в учебном заведении вы понимаете, что преподаватель завышает требования необоснованно, а также намекает на вознаграждение за получение зачета, либо положительной оценки, в данном случае также, скорее всего, он просит взятку. Об указанных фактах не стоит молчать и соглашаться с ними. Необходимо быть ответственными и понимать, что в случае, когда вы умалчиваете о фактах коррупции, с которыми вы сталкиваетесь, то таким образом вы, соответственно, помогаете лицу, то есть коррупционеру, избежать ответственности, которая предусмотрена законом. То есть о каждом факте коррупции, с которой вы сталкиваетесь, необходимо не умалчивать, а говорить, сообщать правоохранительные органы. Ну а что же делать, если все-таки пошли на поводу, без попутал и дали все-таки эту взятку? Нашим законодательством предусмотрено освобождение от ответственности в случае, если лицо добровольно явилось в правоохранительные органы и сообщило о таком факте, о даче взятки. Кроме того, в первую очередь, что же делать, если у вас просят взятку? Если есть возможность, запишите разговор, происходящий между вами и должностным лицом, которое вам предлагает дать ему взятку, на диктофон либо на телефон. Уточните его требования. Если он немедленно предлагает деньги вам передать за какую-то услугу, предложите встретиться на следующий день в хорошо знакомом вам месте. И уже после того, как распрощались с данным лицом, необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы, в те же органы прокуратуры. В целом, у нас был также случай, в прошлом году также, к сожалению, когда один из педагогов Северо-Восточного федерального университета, также по заявлению учащихся был привлечен к уголовной ответственности за то, что он за вознаграждение студентам ставил экзаменационные оценки без прохождения фактических экзаменов. Там было выявлено свыше 10 таких студентов, и впоследствии данный педагог был привлечен к уголовной ответственности. Это говорит о том, что если бы замолчали, этот факт не был бы вскрыт, и это было бы системно, то есть это было бы уже как норма и для самого коррупционера, а также для студентов. Поэтому каждый из нас что может сделать, чтобы противостоять коррупции, это не игнорировать и не умалчивать о таких фактах. Все, может, у кого-то есть какие-то вопросы? Тогда все. Большое спасибо.
за интересную такой содержательную лекцию. Ну, я в заключение хочу всех участников поблагодарить за активное участие, да? Отдельно выразить благодарность нашим спикерам, которые действительно так хорошо, содержательно выступили. Я надеюсь, всем было интересно послушать, да? Вот. Мы сейчас, никто не расходится, попрошу никого не расходиться, поскольку будет вручение значит, победителей творческого конкурса эссе и видеороликов. Добрый день! 18 ноября в этом зале мы объявили конкурс, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией. Поступило очень много работ, конечно, чему мы несказанно были рады. Были объявлены такие конкурсы: конкурс эссе и конкурс видеороликов. Мы получили 50 эссе и 8 видеороликов. Итак, пришло время огласить победителей. Третье место в конкурсе эссе занял, набрав 356 голосов, Станислав Киселев, студент 2-го курса Якутского колледжа инновационных технологий с работой «Коррупция. Мера борьбы». Поздравляем Станислава! И Станислав получает сертификат номиналом 5000 рублей. Александр Николаевич вручает. И диплом призера. Второе место заняла... Да, общее фотографирование. Второе место заняла, набрав 666 голосов, Виктория Пейкова, студентка 3-го курса Якутского колледжа инновационных технологий с работой к вопросу о борьбе с коррупцией. И первое место заняла студентка 3-го курса Якутского технологического техникума сервиса имени Готовцева с работой «Мысли и предложения о повышении эффективности антикоррупционной системы Российской Федерации и методов борьбы общества с коррупцией» Кюнчаня Степанова. Поздравляем! Итак, призеры, победители конкурса. Александр Николаевич, можно вас еще раз попросить? Да, вышла другая девушка, оказывается. Кюнчаня Степанова, вот она, наша победительница. А сейчас огласим победителей конкурса видеороликов. Друзья, внимание на экран. Вначале посмотрим ролик, который занял 3-е место.
Итак, это был ролик творческой бригады Якутского промышленного техникума имени Тараса Гавриловича Десяткина, руководитель Алена Александровна Лукачевская. Поздравляем! Валерий Алексеевич вручает диплом 3-й степени и сертификат номиналом 5000 рублей. Итак, теперь смотрим ролик, который занял 2-е место. Пусть заходит. Надеюсь, по этому делу все решено? Тут не хватает. Надеюсь, этого хватит? Вы задержаны по подозрению в получении взяток. Будущее России в твоих руках. Скажи коррупции нет. Это был ролик Якутского колледжа технологий и дизайна, руководитель творческой бригады Василий Владимирович Корякин. Поздравляем студентов колледжа технологии и дизайна за 2-е место. И они получают диплом 2-й степени и сертификат номиналом 8000 рублей. А теперь ролик победителя. Здравствуйте, Мария Альбертовна. Я увидела, как Козлов дает взятку Анатолию Дмитриевичу. Козлов? Пойдем разберемся. Анатолий Дмитриевич, постойте. Вы уволены. Нет коррупции. Коррупция – это плохо. Первое место получают студенты Якутского медицинского колледжа, отделение лабораторной диагностики, руководитель Сардана Федоровна. Сардана Федоровна. Творческий подход и креатив всегда в приоритете. Будьте всегда такими активными, и вы всегда будете впереди всех. Пусть вам везет всегда по жизни. С наступающим всех Новым годом! И теперь мы переходим все дружно в большой зал, где сейчас начнется интеллектуальная квиз-игра, честная игра, которую проведет Татьяна Владимировна Тарасова.